Что общего у Чайковского, пельменей и автомата Калашникова? Их родина – Республика Удмуртия. Вот она. Но не только этим интересна Удмуртия. Вы знали, что здесь 2 государственных языка? А еще здесь самая большая концентрация рыжих людей в мире. Ну, после Ирландии. И если вы давно хотели посетить интересное место и познакомиться с новым языком, добро пожаловать в Удмуртию. А чтобы вас накормили самыми вкусными пельменями и перепечами, стоит выучить удмуртский язык. Дичь бурещ. Так удмурты здороваются. Мнамнимы Артем, а так удмурты представляются. Если вы прослушаете наш курс, который состоит из 10 уроков, вы сможете говорить как я. Мнамнимы Артем. Мон удмурт кылын верашкишко, мон дышетиш. Мыным кыштямы сарес, мыным келеше футбол шудыны лыддишкыныно, шишкыны. Ойдолы тодмацком. Удмуртский язык относится к финно-угорским языкам. Это значит, что у удмуртского с эстонским, венгерским, финским, марийским и в особенности с коми языком много общего, в том числе лексики. Например, юны – пить на удмуртском, юны на коми и йома на финском. Но есть и различия. Например, в коми и финском ударение почти всегда падает на первый слог, а в удмуртском – на последний. Обратите внимание, что в этом правиле есть исключения. Например, глаголы повелительного наклонения. «Кошки», что означает «уходи». Ударение ставится на первый слог и в отрицательных формах глагола. «Айкошки», «я не ушел», «я не ушла». А также в некоторых сложных заимствованных словах. «Шумпотыны», «компьютер». Тех, кто начинает изучать удмуртский язык, обычно пугает большое количество падежей. Их 15. Неодушевленное существительное можно просклонять по 15 падежам, а большинство одушевленных – по 8. Но на самом деле такое количество падежей лишь упрощает изучение языка. Например, чтобы войти в дом, не потребуется предлога. В удмуртском многие предлоги заменяются суффиксами падежей. Корка – дом, коркан – в доме, коркати – по дому, коркащ – из дома. Об этом подробнее расскажем в следующих уроках. Также вам не нужно будет запоминать, какого рода то или иное существительное, так как в удмуртском языке нет категории рода. Местоимения мужского и женского рода «он» и «она» обозначаются одним словом «со». Ныл – девочка – это со. Пи – мальчик – это тоже со. Этим же местоимением заменяются все остальные существительные. Корка сыле – со джужит. Ныл сыле – со чебер. Пи сыле – со ночебер. Ишпи щишке – со печи. Ишпи – да. В удмуртском слова могут начинаться со звука «ы», чего не встретишь в русском языке. – рот, имныр – лицо, иш – овца, ишпи – ягненок. Это основные особенности удмуртского языка. Подробнее мы разберем их на следующих уроках. Так что оставайтесь с нами. А если вы хотите самостоятельно изучить как можно больше удмуртских слов, переходите по ссылкам в описании. Там вы найдете русско-удмуртский словарь онлайн, краткий грамматический очерк удмуртского языка, а также ссылку на наш канал, где много интересных роликов на удмуртском, которые помогут вам в изучении языка. Джечле. До свидания.